Здравствуйте! В эфире 13-й выпуск интернет-проекта «Страна огромная». Сегодня мы вещаем сразу на 9 YouTube-каналах. Где бы вы ни смотрели, сразу подписывайтесь, ставьте лайк, чтобы распространить наши проекты, чтобы поддержать актуальность темы. А поговорим мы сегодня об образовании. Май месяц последних звонков, куча экзаменов. Перед многими встают вопросы, куда поступать, какие экзамены сдавать. И все еще раз и еще раз задумываются об образовании, об их проблемах. Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями. Я хотел бы всех представить. Сегодня у нас на связи самый далекий от Москвы регион, который иногда не бывает услышан, но сегодня мы услышим всю правду о ситуации в школе от Аяна Ильича Васильева, директора средней образовательной школы 26 города Иркутска и председателя комиссии Якутской городской думы по социальной политике. Фракцию КПРФ представляет. Здравствуйте. Мы услышим сегодня мнение родителей Москвы. Это Владимир Валентинович Щербак, активист общественного движения «Родители Москвы», нам расскажет. О проблемах высшей школы гость у нас в иркутской студии Илья Васильевич Олейников, кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии, истории и регионоведения ИСТФАКа ИГУ. И в студии в Москве, во-первых, наш соведущий Александр Пасечник, а во-вторых, заслуженный учитель России, и это самое главное, Александр Владимирович Шевкин, кандидат педагогических наук. Здравствуйте. Приветствую, Антон. Александр, как вы ощущаете, как соведущий, погрузившись в тему, вообще актуальность темы? Ну, эта тема актуальна была, мне кажется, все последние 20 лет, а сейчас она актуальней, как никогда актуальна. Вот, потому что я думаю, что все войны, которые ведутся, войны физического плана, войны информационные, они начинаются с воспитания и образования человека. И то государство, которое правильно воспитывает своих граждан и дает им всестороннее глубокое образование, именно у такого государства есть потенциал для развития, и в том числе это еще и такая борьба, конкуренция между государствами. И вот именно в этой борьбе, в конкуренции в этой, может выиграть только то государство, которое вкладывается в образование и воспитание своих граждан и, самое главное, детей. Дети – это будущее. Такая вещь, ну, фраза такая избитая, но это правда. Вот. И сейчас, конечно же, у нас есть большие проблемы, но, наверное, давайте мы предоставим лучшее слово сейчас нашим спикерам, что они об этом скажут, потому что я не учитель, хотя у меня тоже там есть образование, допустим, ГИКовское, я закончил режиссуру игрового фильма и знаком, в частности, с психологией, с драматургией. Есть что сказать на эту тему, но все-таки, наверное, это не, я все-таки не являюсь спикером, я постараюсь сейчас задавать уточняющие вопросы. Вот. У нас в студии сейчас Александр Владимирович, здравствуйте, да, Шейн, да, вы, я знаю, заслуженный учитель Российской Федерации, да. Вот что вы скажете по поводу нашего образования сегодняшнего? Какие проблемы у нас сегодня есть с образованием? Или все хорошо? Нет, у нас нехорошо с образованием очень давно, буквально с того момента, как начали строить светлое капиталистическое общество. Светлому капиталистическому обществу не подходили основы воспитания, которые закладывала социалистическая школа, поэтому сразу же в 90-е годы и в Конституции это отражено, у нас нет идеологии, в школе у нас не было воспитания. Потому что, если Марья Ивановна начнет воспитывать учеников, что у нее получится? У нее получится, прежде думай о родине, а потом о себе, товарищество, взаимовыручка, и другие наши особенности нашего менталитета, они будут воспроизводиться, а строй другой, тут уже надо все как-то по-другому действовать. И не это главное. Это, скорее всего, завеса. А главное было то, что государство было отключено от воспитания, чтобы освободить место
тем, кто вместо нас воспитывал наших детей. Потому что, ну, известная же восточная мудрость говорит, если хочешь победить врага, воспитай его детей. Вот хороший такой ход для игры в долгую. И наших детей упорно воспитывали. Собственно, это воспитание имеет очень давнюю историю. Некоторые считают, что даже вот воспитание Запада, пример Запада через кино, ну, в шутку можно сказать, жвачка, джинсы, дружба, вот все это как-то влияло на мировосприятие подрастающего поколения и примеряло его с тем, что мы, наконец, всей страной входим вот в такой, в общий открытый мир взаимодействия с западными странами. Причем нам-то рассказывали, что мы входим на равноправной основе. С нами очень хорошо дружили в то время, это 90-е, ну, конец 80-х, 90-е годы, потому что в этот момент они очень даже целенаправленно и хищнически вывозили отсюда то, что им нужно было из страны. Ну и для того, чтобы мы дальше могли существовать именно как управляемая колония, нужно было изменить систему образования. Потому что система образования, тут вот какие накладки возникают. В 1957 году, когда полетел наш первый спутник, на Западе резко обнаружили, что в СССР-то, посмотрите, 12 лет после войны, они уже в космосе. У них с образованием там вроде бы нормально. Поехали изучать. В 1959 году было исследование под названием «Образование, аналитическая записка НАТО об образовании в СССР», 1959. Там очень много было интересного сказано, я даже могу цитатку прочитать из заключения, ну не самая важная, может быть, цитатка, но интересное признание. А в самом документе там было расписано все, как работает высшая школа, как работает начальная школа, какое распределение между предметами, сколько часов дают, какие вопросы из химии, физики изучают, в каком возрасте. У нас, например, изучалось что-то в школе, там, ну, не знаю, в 9, может быть, в 10 классе, а у них только в институте, и отсюда делались всякие выводы. Дальше работа с кадрами, госзаказ на кадры. Вот все эти сильные стороны были подчеркнуты в документе, поэтому кто интересуется тем, что такое хорошее образование, можно рекомендовать еще раз аналитическая записка НАТО об образовании в СССР в 1959 году. А вот теперь абзац из заключения. Государство, самостоятельно соревнующееся с СССР, впустую растрачивает свои силы и ресурсы в попытках, обреченных на провал. Если невозможно постоянно изобретать методы, превосходящие СССР, стоит всерьез задуматься над заимствованием и адаптацией советских методов. То есть Запад уже тогда признавал преимущество нашей советской системы образования, и, надо сказать, вкладывал большие средства в то, чтобы как-то исправить положение и догнать. Но у них совсем другой менталитет, другое восприятие образования. Там другая экономика все-таки, потому что и это другая, капитализм, ну это само собой, да, и другая экономика. Но я вам скажу, что даже со времен золотых приисков, ну золотых вот этих кладоискателей, искателей золота на Западе, там в Америке, когда надо было оставлять с детьми очередного по очереди дежурного, ну, к его знаниям по математике, например, или другим предметам особенно требований не предъявлялось, он должен был, ну, сохранить детей. Такая камера хранения. Вот удивительно, но эта традиция сохраняется практически до сих пор. Я не беру, конечно, элитные школы, это отдельное образование. Вот, но массовое образование идет все-таки по схеме, самый главный это что? Сохранить детей, пока родители работают. Вот от и до вы можете не волноваться за своих детей. Да, они учат математике, считать, писать, читать, но нет задачи обучить и добиться результата. Они исходят из того, что у каждого ребенка есть выбор учиться или не учиться, но это его выбор, он себе обеспечивает свое будущее, поэтому вот это все правильно. И нам внушают эти мысли, но я вас уверяю, предоставить выбор несостоявшейся личности
Это не ошибка, это обман. Если мы так считаем, то это самообман, но, скорее всего, это такой навязанный обман. Никакого выбора, никакого раннего выбора специальности. А у нас уже, перехожу вот на наши родные поляны, у нас детей планируют и где-то уже пробуют разделять, выявляя на самом раннем пути обучения в школе их способности к чему-то, их возможности к обучению чему-то и выстраивают им траекторию. Ну и, естественно, все это объявляется выбором учащегося, потому что, ну вот, мы же с его согласия там задавали вопросы, он что-то отвечал, вот, оказалось, что он вот соответствует такому уровню, и вот давайте его учить, ну, грубо говоря, как дворника. Так вот, это самый расточительный способ обучения. На своем примере скажу, я когда был маленький, я хотел быть и биологом, я хотел быть певцом. Космонавтом, наверное, тоже хотел. Рядом ребят было много, да, мечтали о космонавтах, но дети поменьше мечтают быть пожарниками. Нам столько не нужно пожарников, правда? Вот. А если взять девочек, так они принцессами мечтают быть и так далее. Где учат на принцесс? Ну, явно, что это шуточный пример, но отражает содержание. Так вот, надо давать широкое базовое образование для всех. Я не побоюсь этого слова одинаковое. Одинаковое в том плане, что одинаково задается потолок, перспектива. Двигайся. Да, не все, конечно, достигнут в силу вот разных своих возможностей, способностей, прилежания и всего остального, но надо ставить верхнюю планку достаточно высоко для того, чтобы обеспечить движение вперед, и учитель, присутствующий, наблюдающий, стимулирующий оценками, добрым словом, похвалой, строгим замечанием ученику, который вот, ну, не исполняет своих обязанностей. Но только в личном контакте железка не воспитывает. Даже если она поставит плюс или минус, элемент воспитания здесь на самом деле, ну, минимальный. По крайней мере, я бы сказал так. Учитель воспитывает человека, а железка будет воспитывать нам, ну, такого биологического робота, который, ну, по облику и подобию человек, а мышление и реакции заложены чисто такие вот нечеловеческие. Так вот, я не случайно коснулся этих вопросов. Дело в том, что нам стали очень давно навязывать, как нам учить детей. И у нас нашлось очень много мальчишей-плохишей, которые исполняли поручения наших внешних руководителей и говорили, ну, математики нам столько не нужно, потому что у нас большая часть общества будет заниматься обслуживанием другой части общества. Ну и много разных можно вспомнить фраз, вроде того, что, ну вот Фурсенко говорил, советское образование имело недостаток, оно ставило задачи воспитывать человека-творца, а теперь стоит задача воспитывать грамотного пользователя тем, что изобрели другие. Но это же полное разоружение перед Западом, это совершенно недостойная позиция и, самое главное, очень проигрышная для России. В чем разница? Вот я сказал, что если массовая школа американская не ставит задачу учить и готовить к обучению в вузе, к работе такой напряженной, вот, то нам идти по этому пути нельзя. А нам навязывают такой путь. Я прошу прощения, можно сейчас мы тогда, может быть, слово дадим вот Да. Аяну Ильичу Васильеву, потому что он директор сейчас 26-й школы города Якутска. Вот по поводу современного, кстати, вот образования. Вот как вы видите, скажите, пожалуйста, конкретно результаты реформ и вот эти все ЕГЭ. Вот вы как директор школы, как вы оцениваете, насколько это все, в общем, положительно сказалось на нашем образовании в кавычках? Или, может быть, это хорошо все? Здравствуйте, коллеги. Меня слышно хорошо? Звук. Да, нас слышно, да. Слышно, да? Спасибо. Так, ну, я сам школу заканчивал на излете, как говорится, советской системы образования уже в 1989 году. И сейчас вот сравниваю, вот моя старшая дочь, и вот сейчас сын, вот тоже вот младший
проходят вот через систему государственной итоговой аттестации. И как вот руководитель образовательной организации я вот наблюдаю, конечно, вот за всей этой сегодняшней системой. И, конечно, вот лично мое, наверное, субъективное мнение, это не в пользу вот, конечно, вот нынешней системы вот современной, которая построена ведь именно на вот на ОГЭ, на ЕГЭ. Чем это я вот могу мотивировать, да? Уже буквально с 9 класса, ну почему с 9, даже очень усиленно с 8 класса мы начинаем в стенах школы детям долбить. Вот, вы в 9 классе сдаете основной госэкзамен, в 11 единый госэкзамен. И вот вся система образования, она идет на то, чтобы детей наших учащихся именно натаскивать именно по этим ОГЭшным и ЕГЭшным заданиям. Очень, очень мало стали читать. Это просто ощутимо, это ощущается, да. Потом вот, допустим, те наши выпускники, даже которые хорошо сдали вот основной госэкзамен, единый госэкзамен, это не говорит о том, что они очень, ну, такие, как слово сказать, продвинутые учащиеся. Все равно вступительные экзамены, ведущие вузы, все равно они сохраняются. Экзамен, он в любом случае нужно возвращать вступительные экзамены, ну, вернее, выпускные экзамены. Это вот моя личная точка зрения, я думаю, ее вы многие поддерживаете. Сейчас вот идет какая-то механизация образования. Дети, конечно, там, да, вот эти тесты сдают, угадывают, как не зря же в народе говорят угадайка, да, угадайка, вернее. Это, конечно, очень некрасиво иллюстрирует современную систему вот этого подготовки наших учащихся к итоговой аттестации. Что еще хочу тут добавить, да? У нас есть культ вот этих, культ 100-бальников, допустим. Вот если ты сдал на 100 баллов, допустим, свой экзамен, ты, значит, у нас слава тебе и почет. Учителям премии, хвала, учащимся. Но это же не показатель. Вот жизнь, она показывает, вот эти 100-бальники, они не всегда оказываются конкурентоспособными в будущем студентами, ну и специалистами и так далее. Может быть, те дети, которые сдали намного хуже этот единый госэкзамен, но у которых была системность, может быть, да, аналитический ум, там, любовь к чтению, они, может быть, и гораздо конкурентоспособнее. Это тоже иллюстрирует. И я потом еще хотел, как руководитель образовательной организации, сказать, что и финансовая сторона вот этого всего прохождения итоговой аттестации, она тоже очень бьет по бюджету вот, нашей страны в целом. Это просто, ну вот я, наверное, позже об этом, наверное, скажу тоже, как дополнительный такой штрих вот к этой проблеме. Но моя позиция лично такова, что нужно отменять вот эту итоговую аттестацию в средней школе. Спасибо большое, Ян Ильич. Ну, мне очень интересно, на самом деле, вот мы позицию двух учителей услышали. Учитель, заслуженный учитель России, менеджера системы образования. Очень хотелось бы послушать, как родители смотрят на образование в школе, в частности, тем более, что последние 3 года, фактически уже, это достаточно критический был период для образования очного. Кстати, Антон, я прошу прощения, перебью. Антон, слышно, да? Слышно меня, да? Я сам родитель 2 детей, у меня дочке 11 лет, и сыну 17 лет, и сейчас он сдает как раз ЕГЭ. Вот, и я могу тоже потом как-нибудь тоже сказать вот мои впечатления о том, что происходит сейчас с нашим образованием вот, по своим детям, вот, потому как они тоже учатся, как они сдают экзамены. Вот. Так что я тоже родитель. Это общая боль многих людей. Да. Было хорошее интервью, отрывок из него мы посмотрим буквально чуть позже. Обсуждали как раз системы, вот эти реформы. Игорь Гончаров, ведущий телеканала «Спец», и Сергей Левченко. А сейчас Владимир Валентинович Щербак. Владимир Валентинович, как вы смотрите, как родитель, как активист движения родителей Москвы, на вот эти последние реформы образования, на дистант, на ЕГЭ, ОГЭ? Что вы думаете по этому поводу? Вы знаете, к сожалению, вот наши управленцы от образования, они, на мой взгляд, не свернули с тех рельсов, которые были приняты, то есть достаточно давно.
Можно, кто интересуется, ознакомиться с такими документами, как «Образование. Глобальная повестка 2013», да, «Форсайт. Проект 2030». Все это, несмотря на то, что там под давлением общественности отрицалось, говорилось, что это уже недействительно, это не работает, но это переходит в документы министерства, в том числе просвещения. Сейчас была вот упомянута аналитическая записка НАТО, да, про образование в СССР. Действительно, СССР, как сверхдержава, имела суперсистему образования. То есть и наши потенциальные противники признавали ее превосходство. Но сейчас, к сожалению, да, Геннадием Андреевичем Зюгановым, в частности, было озвучено, что после капитуляции в холодной войне с 1994 года был принят проект по разрушению целенаправленной системы советского образования и приведению ее к образованию, к системе образования для страны колониального типа. И по его оценке, когда он это озвучивал, это было приведено уже на 4/5. То есть, в принципе, то, что мы сейчас называем системой советского образования 1959 года, оно разрушено на 4/5. Остался финальный аккорд для полного замещения, то есть школы, отмене традиционной школы, да, вот, когда учитель у доски учит ученика, передает ему знания, умения какие-то, воспитывает его, на переход в другую формацию. По Форсайт проекту это должно произойти где-то к 2025-2026 году, когда традиционная школа будет полностью маргинализирована, и это будет школа для неудачников. То есть все остальное должно перейти в цифру. Но последние 1,5-2 года они показали полное убожество предлагаемой системы вот, цифровизации. Прошли уже десятки мероприятий, в которых были приведены неопровержимые доказательства, то есть вреда, нанесенного детям, их когнитивным способностям, их потери, опять же, тех знаний, которые они могли бы приобрести при учебе в нормальной школе. Но если мы говорим о преобразовании вот системы текущей даже, да, то есть, например, мы одумались, как говорят некоторые, после 24 февраля все другое. Если в это действительно можно поверить и сказать, вот теперь мы будем ее преобразовывать, уж теперь мы вернем советское образование. Но вопрос заключается, зачем эта система образования нам нужна в текущий момент времени? Для чего? То есть, если мы страна, которая претендует на звание супердержавы, что мы строим? Мы исповедуем космизм, мы хотим, как Илон Маск, то есть поселить 1 миллион человек на Марсе. То есть, какие цели нам говорит наше руководство? То есть, фактически мы их уже не видим давно. Глава страны принимает парады, то есть не с мавзолея, не с лобного места, не у подножия храма, а с временной трибуны, затянутой там синими какими-то тряпками, исповедуя либеральные ценности. Что мы строим? Если мы строим русский мир, да, там, как нравственный маяк для человечества, мы строим что? Цифровой концлагерь, то есть, как прописано в документах там Собянина, Москва 2030, 2050. То есть, этот вопрос очень актуальный. То есть, если мы строим общество победившего трансгуманизма, то эта система образования нам уже не нужна. Потому что цели, которые поставлены на ближайшие 5-10 лет, да, то есть прийти в это общество всем миром. То есть поэтому непонятно для чего. То есть для чего восстанавливать там советскую систему образования. Советский Союз, он решал вполне конкретные задачи. Он диктовал там свою волю непреклонно. Ему нужна была эта огромная армия инженеров. Ну вот пару слов про выход из Болонской системы, например. Да? То есть что было у нас? Если брать количество там часов академических, ну для технических специальностей, я разговаривал там с профессурой в тот момент, когда мы просились в Болонскую систему, хорошо ли это или плохо, да, там оценку какую-то пытались получить. Ну, там говорили как, что в принципе у них система какая, бакалавр, магистр и вот это PhD. У нас была и инженер, то есть, соответственно, кандидат наук, доктор наук. То есть наша система была где-то на 1,5 года обучения выше. То есть, например, бакалавр там 4 года, магистр 6, и PhD сколько там еще? 3,5, что ли, сколько там лет. У нас, соответственно, была 5,5, потом кандидатская еще там 3 года, ну, докторская, кто уже дошел. То есть, в принципе, когда мы в Болонскую систему входили, мы
снизили свое обучение на где-то на 1,5 года в среднем. То есть отказались вот от этих знаний, которые приобретают. Может быть, они были не нужны. Для чего нам столько много образованных инженеров, которые знают интегралы, логарифмы там и так далее? Да, если мы уже не собираемся превосходство в мире какое-то техническое или другое завоевывать. То есть, мы согласились с этой болонской системой под лозунгом того, что нас там признают наши дипломы. Наши дипломы так и не признали. То есть, например, вот я как там авиационный инженер, у меня там 2 диплома авиационных, кандидатская. Если я поеду в Швейцарию и захочу делать самолеты Пилатус, там меня никто не ждет. То есть, это печальный факт. То есть, но, тем не менее, в высшей школе тоже мы снизили планку. То есть, когда мы сейчас говорим о том, что мы хотим вернуть какую-то систему, да, более современную, мы должны, если мы говорим про среднюю школу, то есть можно посмотреть на новый ВГОС, и, как правильно говорил Александр Владимирович, если это не вредительство, то что вредительство тогда? То есть на новый ВГОС в средней школе нужно быть мораторий немедленно, то есть, потому что хотя бы даже вот из-за 2 строчек, да, что при нехватке учителей в школе могут перейти на дистанционное образование. То есть хотя бы есть какой-то стимул у директоров школ искать этих учителей, то есть которых нет, при тех зарплатах, которые есть, да, то дальше этого стимула не будет. Во всей стране мы получим голое поле и тотальный дистант. То есть, поэтому, когда нам министр просвещения Максут, как там фамилия его, говорил, что у нас нет денег на то, чтобы платить зарплату в сельских школах России, то что, извините, изменилось? Эти деньги появились, или мы пересматриваем нацпроекты по цифровизации страны? То есть совершенно непонятно, какие изменения. То есть болезнь очевидна. Болезнь, которая сейчас есть, она понятна большинству специалистов и даже многим родителям. К сожалению, далеко не всем. То есть, но излечение этой болезни, ее нужно начинать, конечно, с осознания. Поэтому наше общество должно просто осознать, понять ту ситуацию глубокую, да, и тяжелую, в которой оно оказалось. Спасибо большое. Очень у вас целостный взгляд. Особенно интересно было про то, как вы предлагаете отсчитывать цели нынешнего образования от тех задач, которые будут стоять перед нами в будущем. Об этом, кстати, будет вторая зарисовка интервью с Юрием Юрьевичем Болдыревым, который также сделал Игорь Гончаров. А сейчас я предлагаю в продолжение той темы, которую вы тоже затронули, о болонском процессе, послушать интервью с Сергеем Георгиевичем Левченко, депутатом Госдумы от Иркутской области, от Магаданской области, от Республики Якутия. Давайте смотрим. Дума вдруг задумалась о том, что пора в очередной раз реформировать образование. В свое время вступили в ТО, во всякие международные организации типа ВОЗ. Теперь в связи со спецоперацией решили выйти из всех этих организаций. Нас оттуда все равно попросят, так или иначе. И решили бороться, я так понял, с болонской системой. Или отказаться от нее. Больше всего пугает в этом то, что, скорее всего, это кончится очередной реформой. Никакой реставрации, вот прежней, лучшей системы образования, это не мое мнение, это общепризнанная вещь. Об этом говорили англичане. Финны, шведы взяли за модель советскую систему образования. У них считается одно из лучших образований, и школьное, и высшее образование. Вот можете пояснить, чья инициатива, что имеется в виду, и почему именно решили отказаться от болонской системы? При этом забыли о школе, об академии, которую тоже, по сути, разгромили. Во-первых, я хотел бы сказать, что с образованием каждый человек, живущий в нашей стране, сталкивается, во-первых, каждый, во-вторых, в своих этапах жизни ты все равно так или иначе можешь оценивать, каково образование, насколько оно нужно, полезно и так далее.
Я должен сказать, что сегодняшняя статистика, если уже мы говорим о высшей школе, говорит о том, что порядка 60% людей, которые заканчивают высшие учебные заведения, они не работают по этой специальности. То есть есть понимание, что это полный крах, что государство или там за свои средства, или какие-то там государственные обучает людей, это 5 лет, это достаточно большие затраты, и все это впустую. Вот эта вот тенденция ухода от так называемого Болонского процесса, переделывания очередное, значит, высшего образования, ну, все, кто с этим связаны, они знают, что есть бакалавриат, есть магистратура, есть специалитет, и они между собой, мягко говоря, почти не связаны, потому что, ну, если бакалавр и магистр есть, так сказать, прямая связь, то специалитет, он такой немножко на особицу, и ты заранее должен принимать решение, куда ты пойдешь, по какой линии. Потому что, значит, вот эта вот задача, которую ты перед собой ставишь, она сразу и там, и там, и там решаться не может. И вот те, кто связаны с высшим образованием и имеют возможность сравнить с тем, что было в советское время, они прекрасно понимают, что все то, что мы происходим, то, что мы творим, это уже становится явно видно обществу, что мы не туда залезли, пошли, мы в тупике. Те люди, особенно родители, кто сегодня связаны со средней школой, видя, что такое ЕГЭ, видя эти сегодняшние учебники, видят вот эту вот часть. И видят, и прекрасно понимают, что мы и в среднем общем образовании зашли в тупик, и что мы производим в результате вот человека со средним образованием, все это гораздо хуже, чем, так сказать, было вот до реформ. И вот если вот эту линию провести, средняя школа, высшая школа, наука, это вот то, что происходило последние 30 лет, укладывается в одну простую фразу, в один простой вывод, что сегодняшнему правящему режиму не нужны грамотные, образованные люди, чтобы они знали свои предметы, чтобы они могли разбираться, анализировать, чтобы они могли оценивать этот правящий режим со своей точки зрения, потому что у них есть определенное здравое мышление, да. Значит, людей, которые не образованные, которые в угадайку играют, которые там каким-то болонским процессам, значит, подвержены, ими легко управлять и на выборах, там, и в каких-то там других случаях. Но это тупиковая часть, потому что страна развиваться не может, если там не будет достаточно большое количество в каждых отраслях, в каждой отрасли образованных людей. Мы никуда двигаться не будем. И сегодня, когда говорим, что уйдем из этого Болонского процесса и выдумаем какую-то свою систему, забыв, что в Советском Союзе образование было лучшим в мире, это признавалось всеми так называемыми цивилизованными странами. Да. Модель сохранилась. Да, но вы же посмотрите, а кто тогда это сделал? Либо те же самые люди, которые говорили, ах, как хорошо Болонский процесс, они сегодня будут нам говорить, ах, как это плохо, и давайте придумывать, так сказать, какую-то другую реформу. Но это, знаете, так я даже не в сумасшедшем доме, по-моему. Ну, человек что-то сделал, да, ну, сумасшедший человек, ну, что с него возьмешь? Он недееспособен, как говорится. А если это на уровне руководителей, крупнейших руководителей федеральных, значит, то это хорошо, то это плохо, ответственность должна быть. Это вот такая целенаправленная вещь для того, чтобы сделать людей малообразованными, непатриотичными, людьми, не помнящими родства, которыми очень легко можно управлять. Вот если вот это взять за главную цель, то они ее добиваются разными способами. Мы сегодня достаточно много критикуем, но, мне кажется, еще не все сказали, потому что за последние 30 лет все-таки реформы затронули все сферы образования, даже детский сад, который стал достаточно жутко дорогим для многих родителей, средняя школа, начальная школа, образование высшее. Не прошла реформа стороной даже Российскую академию наук. Вот. Теперь Илья Васильевич Олейников, вы как доцент кафедры на историческом факультете, как вы можете оценить вообще
студентов, которые к вам приходят, то есть результат ЕГЭ. И, собственно говоря, мы говорили последние там несколько комментариев про Болонскую систему. Что это такое и вообще что она нам дала? Мы в ней уже сколько? 15 лет практически в Болонской системе. Ну да, то есть можно сказать, что опыт серьезный. Спасибо за вопрос. И действительно такое живое обсуждение получается в данной аудитории. И мне хотелось бы начать вот с ЕГЭ, поскольку разговор начал выстраиваться вокруг структуры системы ЕГЭ. И вот как преподаватель университета какие-то свои ощущения, мысли на этот счет хотелось бы ими поделиться. Ну, первый момент, на мой взгляд, я полагаю, что студент первого курса, который приходит в университет, но, к сожалению, не обладает рядом навыков, навыков, которые должны быть, на мой взгляд, по умолчанию. То есть первый момент, мы первые 2 курса преподаватели университета вынуждены, что называется, доводить до кондиции. Мы вынуждены, что называется, допиливать напильником тех студентов, которые приходят после школы, потому что, вот, к сожалению, уже отмечали тут нюанс, связанный с тем, что студенты заточены исключительно под ЕГЭ, под тесты, и таким образом они, допустим, им сложно делать выводы. Я не говорю за техническое образование, за физмат как таковой, я, собственно говоря, лирик по, что называется, базовому образованию, но очень сложно делать выводы, очень сложно анализировать специальную литературу, очень сложно элементарно даже студентам дать какие-то знания относительно энциклопедий. Они обычно пользуются, в лучшем случае, Википедией. А вот большая советская, большая российская энциклопедия, энциклопедия Британика, для них это уже какая-то новинка. Когда говоришь, что вот есть какое-то энциклопедическое знание базовое, которое подготовлено специалистами, вы сходите туда, посмотрите, что там написано, и пользуйтесь этой литературой. То есть здесь, конечно же, проблема присутствует, и в лучшем случае студент начинает понимать, что от него хотят где-то на 3-м курсе, а там уже на 4-м надо и диплом писать, со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть вот такого рода проблема присутствует в высшей школе. Но здесь еще один нюанс присутствует. Мне хотелось бы опять же отметить, что давайте посмотрим на что хотим получить в результате реформы высшего образования. Ну вот у нас, собственно, был специалитет, была советская система, специалитет, там дальше аспирантура и так далее, более высокие ступени образования. А сейчас вот у нас система бакалавриат-магистратура, и как мы корабль-то назовем, в итоге, как он поплывет-то, если мы будем менять название. И мне кажется, что здесь необходимо вспомнить про Маркса, про экономику, про его анализ. И если мы посмотрим, а что поменяется именно внутри той системы, которая работает со школьниками, со студентами. Опять же, какова оплата труда учителя, какова оплата труда преподавателя. То есть, если мы говорим про гуманитарные вузы, то, допустим, где-то в конце 80-х, начале 90-х годов нагрузка, так называемая горловая, на преподавателя, опять же, доцента гуманитарного вуза была где-то примерно около 500 часов, плюс-минус. Сейчас горловая нагрузка где-то 900-950 часов. Это помимо научной работы, воспитательной работы и так далее и тому подобное. То есть, и естественно, что многие еще и работают дополнительно из преподавателей. И вот мы говорим о такой гиперэксплуатации, то есть таким образом для того, чтобы образование было качественным, быть может увеличить объем средств, которые направляются в сферу оплаты труда преподавателей, и таким образом будет лучше качество на выходе того же самого студента. То есть мне хочется отметить, что надо смотреть и в эту сторону.
Ну и, конечно же, в сторону школы, в сторону того же самого детского сада, про который меня спрашивали, да, поскольку вот присутствуют такие моменты, связанные с финансированием труда педагога, на мой взгляд. Спасибо. Спасибо. Александр. Да, друзья, я предлагаю все-таки вернуться к основной теме еще. Она у нас озвучена как образование в условиях противостояния с Западом. И вот, говоря об этой теме, уже необходимо сказать о том, что же нужно делать сейчас, потому что эта проблема, этот вопрос уже не просто назрел, а он перезрел. И для начала я предлагаю послушать ролик, отрывок из интервью Юрия Юрьевича Болдырева, известного политика, именно вот по поводу образования. Целиком ролик можно будет посмотреть на нашем канале, основном канале «Спец». Вот. Будьте добры, пожалуйста, ролик включите. У нас очень много, что теперь нельзя критиковать, очень много о чем нельзя прямо говорить, буквально запрещается. Например? Но надо все-таки признать, что общество так или иначе в некоторой степени расколото по отношению к этой, в кавычках, спецоперации. Так вот, даже многие из моих товарищей, которые вроде как исходно и разделяют мою морально-этическую оценку и против этой спецоперации, тем не менее, вроде как в оправдании того, что в этом есть и какие-то плюсы, говорят, ну теперь-то власть вынуждена будет развернуться, взяться за науку, образование, промышленность и так далее. Многие люди, стоящие на тех же морально-этических позициях, что я, тем не менее продолжают верить, что почему-то теперь мы развернемся к собственному суверенному, самостоятельному промышленно-технологическому научному развитию. Так вот, эти надежды, к сожалению, разбиваются, в том числе и о ваш вопрос, который вы поставили. Значит, конкретно. Из Болонской системы мы добровольно никуда не выходили. Нас оттуда, внимание, выкинули с позором. Ну так, давайте трезво, честно. Нельзя же Так делать она и вид. не работала, никакой преемственности Так. дипломов не было, Юрий Первое. Юрьевич. Второе. А ради чего она вводилась? Ведь те люди, которые ее вводили, они не, в отличие от нас, выброшенных из Болонской системы с позором, те люди, которые у нас ее внедряли, с позором, с госслужбы, из советников президента, не выброшены. Они все при теплых постах, они все продолжают Вот это советовать. вот, да, вот это важно. Вот Где? это важно. Вот я только что смотрю новости. Значит, у нас в федеративном государстве один с другим губернаторы отчитываются перед президентом, как школьники перед учительницей. Так, когда мы услышим такой же отчет перед президентом, перед народом, тех, кто вводил в нашей стране Болонскую систему? Подозреваю, что никогда. Потому что отчитаться как о позитивном не о чем. Дальше, следующий вопрос. А ради чего ее вводили? У нас, как всегда, объяснять можно что угодно. Но на самом деле это было создание новых препятствий для получения гражданином на конкурсных условиях, на бесплатной основе подлинного высшего образования. Сумел поступить? Нет, ты только бакалавр, ты будешь недоделанный с высшим образованием. Бакалавр – это не пойми что. Сумел снова поступить, а количество бесплатных мест магистратуры радикально меньше все эти годы Уменьшается, были, уменьшается. чем бакалавриат. Либо из своего кармана достанет куда-то деньги. В здравоохранении, ключевой сфере, которая по нам ударила сейчас, вот в прошедшие там 3 года, вот это вот, 3 года, наверное, да, уже 2 года, вот эти события, которые неизвестно как называть, да, пандемией назовем, да, она показала, какая катастрофа в здравоохранении. А этому ведь что предшествовало? Что ладно, сумел ты там, специалитет в ряде случаев в медицинских вузах был, да, сумел ты получить, а дальше, что там положено, интернатура, ординатура, платно. Значит, врачом может стать только тот, за кого заплатят, выходец из богатой семьи. И он потом должен, внимание, что сделать? Отбить эти бабки на нас с вами. Вот ведь что он должен сделать. Иначе ради чего он платил деньги-то за образование? Большие деньги. Значит, дальше следующий вопрос. Ну хорошо. Можете вы не делать радикальную реформу,
а сделать первое и главное. Спросить промышленников, представителей реального сектора, не банкиров. Кто у нас отвечал до сих пор за все реформы в образовании? Вы напомните? У нас за это отвечал почему-то Сбербанк во главе с Грефом. Ну, они как бы взяли на себя эту миссию, Так, да, вместе с галочкой. Скажите, пожалуйста, а если бы вы взяли, вам бы дали? Ну, ответ же очевиден. У меня нет такой платформы. Да. Юрий Значит, Юрьевич. все так. С позором не изгнаны. Все, что делали, никак не опротестовано, не предано анафеме. Сберегать людей, их холить, лелеять, учить, образовывать, дать возможность реализоваться, стать сильной, внимание, не с устрашающей дубиной ядерной, которую нам подарили деды, Да, кстати. а сильными в смысле научно-технологическими и привлекательными. Вот ведь ключевая задача. Но надо же самим все-таки сформировать четкую цель, задачи, программу развития. А я много раз говорил, а если бы была такая цель, задача, программа развития, и все видели бы вокруг, что мы привлекательны, потому что мы центр развития, так нам и в голову не пришло бы никого силой заставлять с нами дружить. Вот ведь. Очень глубокое, как всегда, у Юрия Юрьевича мнение. Юрий Ильич всегда поднял очень важные вопросы, в том числе и, конечно же, вопрос о том, что никого силой заставить с нами дружить нельзя, и это, наверное, должно быть приоритетом вообще развития государства и в том числе образования. То есть мы должны стать примером для других стран и в экономике, и в других сферах, и в культуре, и в образовании, для того, чтобы другие страны потянулись к нам. Но все-таки это не отменяет того, что есть конкуренция между государствами, есть так называемая пятая колонна, есть и недобросовестные чиновники, есть безответственность власти. Юрий Юрьевич в начале ролика сказал самый главный тезис свой, что, вернее, такой некий вопрос, он спросил, вот сможет ли вот эта власть наша сегодняшняя измениться в ходе этого кризиса, который вызван спецоперацией или, попросту говоря, войной. И в этих словах в его звучит вот такой пессимизм, что наша власть, скорее всего, не сможет измениться. И это уже, конечно же, вопрос всем нам и все оппозиции, всем социалистам, коммунистам. Как бы, питаем ли мы иллюзии по отношению к нашей власти? А если не питаем, то что тогда делать? Потому что если наша власть не будет меняться, то тогда страну ждет усиление кризиса и, возможно, даже катастрофа какая-то. Вот все эти вопросы сейчас, конечно, они возникают. И действительно, что делать в этой ситуации? Что делать с образованием? Потому что любая война, любой кризис – это прежде всего проверка на прочность самого государства и управленческого аппарата. Одна из ошибок Гитлера была в том, что он считал Советский Союз колоссом на глиняных ногах. И он со своим блицкригом очень сильно просчитался. Советский Союз показал в экономике, и в том числе в образовании, потому что воевали мотивированные, идейные люди, показал свою жизнеспособность. Вот сможет ли Россия это показать сейчас? И будет ли меняться власть в условиях этого кризиса? И самое главное, что нужно делать сейчас, вот, чтобы все-таки не оказаться в ситуации катастрофы? Давайте сейчас я задам твой вопрос Александру Владимировичу. Ну, я закончу свою мысль по поводу вот чего. Почему нам в условиях вот теперь уже более изолированного существования, про изоляцию говорить рано, ее нет, тем более полной изоляции, но тем не менее, мы никогда не покупали кадры, как Соединенные Штаты покупают кадры в Индии, в Китае, в России, переманивают хорошо обученных специалистов. Мы пользовались своими кадрами. Где их брать? Их нельзя вырастить, если мы будем взращивать только отдельные колоски, работать с так называемыми талантами, хотя у меня никаких претензий к этой работе нет, но запускать все поле ни в коем случае нельзя. Надо пахать все поле, растить все колоски, надо давать каждому ученику возможность
и стимулировать его, достигать максимума того, на что он способен, чтобы потом успешно учиться и успешно работать на благо своей семьи и на благо страны. У меня есть несколько пунктов, которые, я так для себя сформулировал. Это вовсе не исчерпывающий перечень, но то, что надо делать. Надо переориентировать политику Министерства просвещения страны с выполнения рекомендаций наших бывших внешних управляющих на работу над целями, которые ставятся у нас в стране. Сегодня уже прозвучало, что цели эти пока явно не сформулированы. Что мы строим, какое общество, какая у нас наука, какая промышленность будет и так далее. Надо пересмотреть национальный проект образования, в который вкладывает колоссальные средства, в котором главная цель – это войти в десятку, извините, вражеского рейтинга. Смешно думать, что если бы такой рейтинг в фашистской Германии существовал перед войной, чтобы Советский Союз боролся за какое-то место в этом рейтинге. Это просто в голову бы не пришло. Вот сейчас мы отчаянно боремся, и кажется, уже мы туда не попадем. Надо остановить внедрение с 1 сентября этого года использования уже принятого стандарта, абсолютно бездарный, никчемный с точки зрения научной и с точки зрения пользы для практики. Документ – это отдельный разговор, сейчас я не буду входить в подробности, но следовать этому стандарту – это значит загонять образование и дальше в тупик, из которого еще труднее будет выбраться. 4. Надо пересмотреть распределение прав и обязанностей участников учебного процесса, образовательного процесса. Ситуация, когда ученик имеет права, но не имеет обязанностей, а учитель имеет обязанности, но не имеет прав, возмутительно и контрпродуктивно. Если мы хотим получить результаты обучения, воспитания, то у учителя, у школы должны быть адекватные инструменты воздействия на учащихся. Надо вернуть учителю уважение общества, родителей, учащихся. И это надо прежде всего не учителю, это надо обществу, которое желает иметь результаты обучения. Надо отказаться от идеи раннего определения образовательного маршрута школьника. Все учащиеся должны обучаться по всем предметам, по общей программе, а обучение по углубленной программе не должно строиться за счет каких-то других предметов, за счет ущербного обучения по другим направлениям. Надо повысить зарплату учителя, воспитателя, преподавателя вуза, чтобы каждая вакансия имела очередь желающих заступить в должность, только тогда мы будем иметь возможность выбрать лучших из лучших. Почему бы не перенять здесь опыт небольшой такой страны, но достаточно успешной экономически, Люксембурга? У них учитель занимает 2 место по оплате труда среди бюджетных работников. 1 место занимают воспитатели детских садов. Вот вы видите, страна, в которой вкладывают в детство, в тех людей, которые работают с детьми, обеспечивает хорошее развитие и неплохое существование себе. Надо остановить реализацию планов по замене учителя в классе большим экраном и сторожем по фамилии Тьютор. Только высокий профессионализм в живом общении может формировать личность ребенка. Уважаемый компьютер личность не воспитывает. Следующий пункт, 8. Надо пересмотреть программы подготовки молодых учителей в вузах, потому что они были упрощены, сокращены. Вернуть педагогические вузы, которые слили с университетами в надежде, что учителя в перспективе нам больше не понадобятся. Восстановить систему реального повышения квалификации учителей, отказавшись от симуляции бурной деятельности со сбором сертификатов якобы прослушанных курсов. Надо постепенно перевести ЕГЭ во внешкольный формат. И даже его не надо отменять. Пусть сохранится за ним функция вступительного экзамена наравне с конкурсными экзаменами сильных вузов. Очевидно, это не для самых сильных вузов будет нужно. Школа должна проводить государственные выпускные экзамены в 11 классе и экзамены в 9 классе. Вот в некоторых школах существуют, в специализированных уж точно, переводные экзамены, устные экзамены по математике. Я в такой школе работал в 2007. Надо отказаться от попыток слияния геометрии с алгеброй и предметов совершенно разными, с разными целями обучения.
как предметов с разными целями обучения. У нас сейчас гробится геометрия, и это сознательная стратегия для того, чтобы иметь массу плохо рассуждающих, не отличающих доказанно от недоказанно, не умеющих рассуждать граждан. Это опасно на самом деле для общества. Надо усилить технический и иной контроль за проведением олимпиад и вузовских испытаний, увольняя коррупционеров без права работать в образовании, но при этом у преподавателя должна быть достойная зарплата, которую жалко потерять, если пуститься во все тяжкие. Надо отказаться от болонской системы, но об этом сегодня уже говорили, и уже движение в эту сторону началось, обсуждают в Госдуме, в Совете Федерации. Эти пункты я написал неделю назад, уже работа ведется. Спасибо. Спасибо, Александр Владимирович. Антон. Очень подробная позиция у вас, достаточно детализировано все. Некоторые пункты откровенно удивляют, как алгебру с геометрией можно объединять, казалось бы. А судя по всему, такая практика ведется. Аян Ильич, как директор школы, исходя из вашего опыта, как вы думаете, что нужно реформировать? Нужно ли ЕГЭ оставить? Ведь думали, когда начинали, что ЕГЭ поможет детям из отдаленных регионов поступать в центральные вузы. А сейчас я знаю по своим знакомым, люди специально на время ЕГЭ переезжают куда-нибудь там в Саратов, Самару, делают временную прописку, потому что, как они утверждают, баллы ЕГЭ в европейской части ставят детям за одни и те же самые ответы выше специально для того, чтобы отсечь детей из-за Зауралья с восточной части России от поступления в центральные вузы страны. Как вообще нам быть, что делать? Спасибо. Я бы хотел вернуться к предыдущему высказыванию. Мне очень понравилось то, что наш учитель бесправен. И хотел два слова об этом сказать. Обязанностей много, прав нету, да. К сожалению, наш учитель в современное время стал заложником общественного мнения. Сейчас WhatsApp и социальные сети, что-то произошло, встревоженные родители в школу прибежали и начинают отчитывать по тому или иному поводу. Там, как Ваня с Петей в классе подрались, и все, начинают на учителя. И таких проблем, и теперь школа постоянно, основной орган, с которым мы сейчас сотрудничаем, можно сказать, в кавычках, это стала прокуратура и правоохранительные органы. По любому поводу начинаются эти обращение в адрес этих правоохранительных органов со стороны родителей. Это очень порочная практика, выбивает из сил наших педагогов вообще на пустом месте какие-то конфликты. Поэтому надо нас школы отгородить вообще от этого прессинга. Это первое, да. Второй момент, который я хочу обязательно остановиться. Мы стали еще можно сказать, статистическим каким-то органом бесконечно. Управление образования, Рособорнадзор, Министерство образования запрашивают без конца какие-то одни и те же отчеты. Количество учащихся, дети с УВЗ, обеспеченность учебниками. Это все одно по одному. И я как руководитель, мои завучи постоянно занимаются какой-то отчетной функцией. Совершенно мало времени для живого общения с детьми. Я вспоминаю 90-е годы, я сам вуз закончил в 94-м, поэтому совершенно было другое время, еще по инерции советское образование шло. Сколько мы время тратили на живую работу в классе с детьми, и походы, выезды и так далее, какие-то Сейчас это сократилось вообще до минимума, к сожалению. Так, а теперь, что касается итоговой аттестации, о чем вы говорите, да? Конечно, дети, которые обучаются, допустим, в периферийных регионах, допустим, в Якутии, допустим, да, конечно, те дети, которые учатся в общеобразовательных школах, конечно, они не конкурентоспособны, это мое такое мнение. Не потому, что они сами такие. Все-таки, конечно, сильные педагоги, они у нас концентрируются либо в таких специализированных школах, да, лицеи, гимназии, которые небольшое количество есть, конечно, да, куда родители платят. И, конечно, проблема дальневосточных регионов, Якутии в том числе, конечно, это отток хороших кадров
в центральную часть России. Санкт-Петербург, Москва, там Краснодар, наверное, вот очень много хороших кадров уезжает. Ну, если раньше в советское время по комсомольским путевкам, по распределению очень хорошие кадры с центральных вузов всей страны приезжали, поднимали образование в регионах. А сейчас вот то советское поколение, которое вот буквально приехали в 70-е, 80-е годы в силу возраста, конечно, вынуждены выходить на пенсию, уезжать, конечно, общий уровень образования падает. Вступительные выпускные экзамены обязательно надо восстанавливать, потому что, я до этого говорил, идет полнейшая механизация образования. Такая какая-то схоластика или какую, я не знаю, какой термин можно здесь подобрать. Конечно, там, да, может быть, для технических вузов это, может быть, какое-то место имеет место быть, а вот для гуманитариев, вот как вот коллега сказал, что вот я вот лирик, да, вот для таких направлений, как история, обществознание, вот, да, те ребята, которые на гуманитарные идут, конечно, туда. Поэтому проблема, она имеет место быть. Поэтому вот все-таки я присоединяю свой голос к тому, чтобы отказаться вот от государственной итоговой аттестации именно как основного инструмента проверки знаний наших обучающихся. Выпускные экзамены нужно восстанавливать, как это было в старые добрые времена. Спасибо. Спасибо. Владимир Валентинович, родители Москвы что могли бы сказать по поводу необходимости вот реального изменения ситуации? То есть, может, нужно отменить вот эти сборы на шторы, вообще плату за образование. Вот как вы думаете, что нужно сделать для того, чтобы наше образование было действительно крутым и важным, актуальным в сегодняшнем мире, чтобы ваш диплом инженера, он в Швейцарии там или где, вот на Западе легко котировался, с руками, чтобы отрывали? Я полностью согласен с мнением, вот, которое озвучил Александр Владимирович. Он перечислил ряд проблем, первостепенно надо сделать. Да? То есть, второе, конечно же, то есть озвученные вот директором школы проблемы. Мне очень не понравилось только высказывание, что да, прессинг со стороны родителей там есть, прокуратура, общение, понятно все, да, но мы не должны как бы отделяться от озвученного, мы должны наоборот, то есть вспомнить, что мы являемся все вместе одного коллектива, да, учебного, это и родители, и дети, учителя, и администрация. И, безусловно, должны быть предприняты все как бы усилия для возвращения уважения профессии учителя. Кардинально должно быть увеличено финансирование, то есть отрасли образования. И в школы должны быть мужчины. То есть должно быть увеличено кардинальное количество учителей мужчин. То есть если сравнить просто бюджет в отношении который образования в 1943 году и в 2020, да, то просто тема у нас звучит как образование в условиях глобального противостояния Западу, да, в 1943 выделялось больше денег, то есть на образование, чем в 2020. И здесь я могу сказать с уверенностью, конечно, если мы хотим не проиграть и Западу, и Востоку коллективному любые противостояния за школьной партой, да, Росгвардия у нас умеет получать меньше, чем учитель в школе. Однозначно. То есть, что еще можно сделать, чтобы наше было самым сильным и оно котировалось? Да, мы должны выйти, безусловно, из вот этого подчиненного положения, когда наши успехи оценивают другие потенциально. Наши успехи могут оцениваться какими-то безусловными достижениями, с которыми сложно спорить. То есть, когда вы запустили первого человека в космос, система образования лучше. Тут не вызывает это споров. И для этого не нужны какие-то дополнительные рейтинги или ПИСа там и прочее. Мы должны просто как общество наметить, да, какие-то цели и какие-то маркеры, да, по достижению которых мы определяем движение по намеченному вектору как успех. То есть если мы говорим про создание искусственного интеллекта, то есть сильного, например, давайте посмотрим на вычислительные мощности
Китая, то есть майнинговые фермы, которые там работают, это стадионы, там поля, электроэнергии там огромное количество тратится. Что считают эти компьютеры? Кто-то задумывался в Российской Федерации? То есть, и если мы говорим про чипы, то есть, можем мы производить микрочипы, как в Тайване, хотя бы на этом уровне? То есть, если нет, то, извините, можем мы снизить детскую смертность в Российской Федерации в уровне Кубы, например, да, если мы хотим понимать нашу медицину? Пока нет. Ну, давайте определять как бы специалистов и намечать эту программу действий. То есть, и, конечно, не только бесконечные эксперименты с целью внедрения должны происходить, в том числе в сфере образования, должны намечаться и отчетные какие-то сессии, то есть достигли тот или иной каких-то успехов, и что в связи с этим нужно делать? Наградить его или отстранить от работы? То есть, к сожалению, сейчас никакого контроля за достижением результатов нет. То есть просто идет внедрение чего-то, и оно, в общем-то, не прекращается. И судя вот по основным маркерам, мы даже не можем как уверенностью заявить, что мы вышли на уровень противостояния Западу. То есть потому что Центробанк у нас до сих пор подчинен неизвестно кому, Набиуллина, как и была во власти, а это процесс управления. То есть кто печатает деньги, кто определяет политику. Спасибо за ваше мнение. Спасибо, да. Я тоже вот буквально пару слов от себя добавлю, как человек, который тоже является родителем двоих детей, дочка и сын сейчас заканчивает школу. Наверное, еще стоит акцентировать внимание на атмосфере, которая царит у нас сейчас в школе и вообще в обществе. Я могу сказать и по тому, как учился мой старший сын и как училась моя младшая дочка, одна из основных проблем – это нездоровая атмосфера в классах и в школе. Попросту говоря, дети не хотят идти в школу. Не хотят не потому, что не хотят учиться, хотя это тоже там проблемы есть, но хотя бы просто потому, что там атмосфера нездоровая. Учитель все-таки это не просто человек, не просто менеджер, который дает какие-то знания. Это все-таки какая-то, ну, можно сказать, вторая семья. Школа – это вторая семья. Потому что там проводит очень большое время ребенок в этом месте. И здесь вопрос именно образования и воспитания. То есть учитель должен смотреть в том числе и за тем, какие отношения в классе между учениками, все ли хорошо, нет ли там белых ворон, не издеваются ли над кем-то. Должна быть атмосфера поддержки, дружбы, взаимовыручки. Вот этого сейчас в нашей современной школе по тем или иным причинам, как мне кажется, нет. Учитель, к сожалению, сейчас занимается в основном тем, что заполняет различные отчетности, бумажки, и у него нет времени заниматься, собственно, детьми. А это его главная обязанность. Мы доверили учителю своих детей на это время, пока они там находятся вот сейчас в школе. Ну и, конечно же, программы. Программы чудовищные. Программы такие, что по ним дети заниматься, они занимаются, но они ничего не понимают. При том, что дети не глупые. И по статистике я могу сказать, что большая часть детей, которые сейчас учатся в школе, если они хотят успевать, если родители хотят, чтобы дети их успевали, они нанимают репетиторов. В том числе не обошла вот эта проблема и нас, и нашу семью, и нам тоже приходилось нанимать репетиторов. Просто потому что так составлены школьные программы, что ребенок не в состоянии их понять. Вот, наверное, сейчас две проблемы, которые я озвучу как родители. Ну, а вообще, если говорить в целом, то, мне кажется, все начинается все-таки действительно с идеологии, с идеи, из того, что мы строим. Если, как у нас было заявлено, мы строим, как это там сказал Путин в свое время, сырьевую державу, да, великую сырьевую державу, то вот этой сырьевой державе в общем и целом не нужны ни деятели культуры, ни ученые, ни инженеры. Им нужны просто те, кто будет обслуживать трубу, и потребители. Тогда понятно. Тогда вот поэтому такая школа у нас. Если же мы снова озаботимся тем, что хотим построить некое новое общество, более справедливое, более лучшее, более комфортное для жизни, общество возможностей,
и самое главное, некое гуманистическое общество, где в центре будет стоять человек и его развитие, а не деньги и прибыль, то тогда у нас может что-то получиться. То есть нужно исходить из этого, из этих главных вещей, из базы, из базиса, что мы строим. Вот. А пока мы не понимаем, что мы строим, у нас будет такая школа. И сейчас, вот как раз развивая эту тему, я хочу задать тогда вопрос, и прошу прощения, сейчас, секундочку, Илья Васильевич Олейникову, да? Вы являетесь все-таки политологом, историческое образование. Вот как вы считаете, мои тезисы есть там какие-то справедливые моменты? Или у вас другое мнение, какие-то другие предложения у вас? Спасибо большое за вопрос. Да, конечно же, мнение есть, и я с вами согласен вот относительно, допустим, фактора репетиторства, да, того же самого. То есть почему сейчас крайне популярно репетиторство, и почему к старшим классам всегда стараются отдавать ребенка в руки репетитора, потому что он знает, как надо, да, то есть стараются выходить в том числе и на преподавателей университетских, которые могут дать больше, чем школа. Да. В чем тут, собственно, проблема? На мой взгляд, это все идет от общих неолиберальных тенденций, да, потому что школа, да, она дает какой-то базис, ну а дальше, если вы хотите, уважаемые родители, чего-то большего, будьте добры заплатить из своего кармана за какие-то дополнительные знания, которые получит ваш ребенок, и в таком случае, ну, вполне возможно, если будет, опять же, приложены усилия, ну, возможно, он поступит в какой-то из престижных вузов. То есть вот так выстроены правила игры, так выстроена эта рамка. Ну, опять же, это не только в школе, схожие процессы и в медицине тоже присутствуют. Да? Это общая ситуация, связанная с таким неолиберализмом. То есть, по сути дела, повторяются элементы тэтчеризма, да, которые проходили в свое время в Великобритании в 80-е годы. А если говорить про, допустим, сюжеты, связанные с бюрократизацией, здесь я практически на 100% согласен, потому что действительно вузы крайне забюрократизированы. Там аналогичная ситуация, компетентностный подход, все эти компетенции ПК-1, ОК-2, там, ОПК-6, да, и так далее. То есть для меня в свое время было открытием, что согласно компетентностному подходу я должен преподавать не политическую историю зарубежных стран, да, не конкретно какие-то вопросы, связанные с Великой Французской революцией, в частности, а закладывать, допустим, компетенцию, там, которая называется условно ОПК-6 или ОПК-8. Да. Это вот для меня стало в свое время открытием, и, на мой взгляд, вот такая бюрократизация, отчетность, да, стремление бюрократов все зарегулировать, это все способствует действительно отвлечению от базовых каких-то сюжетов, связанных с преподаванием, с поиском знаний, с поиском смыслов. Спасибо, спасибо. Ну что ж, Антон, мы, наверное, будем заканчивать нашу беседу. Сейчас, может быть, дадим финальное слово каждому нашему спикеру, может быть, да, что-то, что... Согласен с хочется таким себя подходом. добавить. Давайте я предлагаю Да. просто в той же, наверное, очередности, мы примерно одинаково говорили, в той же очередности какие-то финальные высказывания предлагаю сделать. Да. Да, да, хорошо, давай. Значит, тогда начнем с Александра Владимировича. Ну, буквально в дополнение к сказанному, я хочу сказать, что мы имеем школу такую, которую нам запланировали вот эти фантазеры и мечтатели. Это Лукша, Павел Лукша и Дмитрий Песков. Оба, один учился год в Англии, другой работал менеджером в американской информационной компании. Оттуда вернулись, ну, с чудесным даром предвидения будущего образования России и наделенные даром строить стратегию достижения этого будущего. Я имею в виду их замечательный, в кавычках, доклад «Образование 2030». Там все заложено. Заложено то, что мы имеем, заложено то, чему следует наше правительство. Вот недавно я наткнулся на документ,
который посвящен результатам первого этапа Форсайта 2030. Цитирую. Традиционная школа в 2010 году была для жизни, а к 30 году она будет для неудачников. Но как можно в документе, в котором закладываются цели, писать такие вещи? Ну, это просто явка с повинной. Ребята, что вы строите? Но наше правительство этого не замечает. Вот это совершенно чудесное свойство нашего правительства. Они соглашаются со всей дурью, которая заложена в этот документ, и прикладывают усилия. Вот министр образования у нас тут отчитался недавно, очень бодро о том, как они все строем идут в тупик. Но у него все хорошо. У него все хорошо. Спасибо. Спасибо, Александр Владимирович. Так, теперь У нас Аян следующее Ильич. слово. Аян Ильич, да. Спасибо. Я бы хотел поддержать коллег, которые уже говорили о том, что в нашей стране сейчас, к сожалению, отсутствует внятная государственная идеология. Я, наверное, все-таки конечно, если бы в нашей стране она бы существовала бы, четкая, сформулированная, куда наше общество идет, что мы строим, куда вот корабль под названием Российская Федерация движется, в каком направлении, и от этого, конечно, будет зависеть и образование, и воспитание именно в средней школе, чтобы наши педагоги, воспитатели понимали, какой вектор движения, что вкладывать это в умы, вернее, это нашего подрастающего поколения. Поэтому, наверное, тут более глобальные проблемы существуют. Нашему обществу нужно разобраться именно все-таки, куда же мы идем, куда мы плывем, как говорится. От этого будет, наверное, много зависеть. Ну, так как я член Коммунистической партии Российской Федерации, все-таки у меня такая государственно-патриотическая позиция. Мне кажется, вот это надо возрождать. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Так, Антон, слово сейчас Илья Васильевич Олейников. Хорошо, постараюсь тоже резюмировать, опять же, некоторые моменты. И, на мой взгляд, ключевая проблема, которая связана с дискуссией вокруг отмены Болонского процесса, того же самого, да, заключается не просто в том, что мы должны, опять же, откуда-то выйти, да, из какого-то, опять же, процесса и к чему-то вернуться, потому что во многом здесь, понимаете, здесь возникает момент имитации, да. В рамках встраивания в Болонскую систему мы старались имитировать то, что на Западе, да, а сейчас что, мы будем имитировать то, что было в Советском Союзе. Почему я употребляю глагол имитировать? Потому что мне кажется, что первоначально необходимо решать вопросы с чудовищной забюрократизированностью образовательной системы, и не только высшей школы, но и начальных блоков образования, да, и, на мой взгляд, необходимо, опять же, подходить по-иному к экономическим основаниям образования. И полагаю, что только путем вложения средств серьезных в экономику образования можно добиться соответствующих успехов. И это касается не только высшей школы, там, средней школы, но и дальше, там, в том числе и Академии наук, про которую тоже сегодня шла речь. Да, вот поэтому мне кажется, что здесь необходимо подойти более взвешенно, да, и стараться не имитировать, а реально работать. Спасибо. Теперь слово Владимиру Щербаку. Я хочу пожелать всем родителям просто осознать ситуацию, в которой мы находимся. Наши управленцы, к сожалению, не ощущают себя частью народа и частью общества уже достаточно давно. Они выделяют себя в отдельный класс и соответствующим образом действуют в наших интересах только в тех случаях, когда наши интересы совпадают с их интересами. Когда мы видим, что какие-то процессы начинаются, да, например, когда государства начали говорить о том, что нам необходимо выйти из Болонской системы,
нужно очень внимательно смотреть, то есть почему это происходит и зачем. То есть из баллонской системы у меня нет сомнений. Выйдем, вышвырнут из нее, как сказано, да. То есть, здесь по нашему государству в этом не нужно, абсолютно, да. То есть нам говорит наши государственные управленцы, что мы сейчас отменим ЕГЭ, да, и пытаются заработать на этом какие-то политические дивиденды. То есть не нужно тоже вести эту сказку, то есть нужно всегда сразу же начинать вопрос, собираетесь его заменить ЕГЭ. То есть если это электронное портфолио, как бы, и мы идем маршем в коммунизм там, и то, что называют многие электронным концлагерем, да, то нужно обсуждать именно это. Что мы будем делать впереди? Не что мы будем ломать, а что вы хотите построить. То есть пока, к сожалению, наши управленцы, они не выходят на диалог с обществом. И у меня подозрение потому, что это будущее, которое нам нарисовали, и к которому идут, очень печально. То есть поэтому здесь как бы гражданину не нужно держаться в стороне от политических процессов, а стараться самообразовать себя в тех ключевых направлениях жизни общества и осознать, да, что если мы говорим вот в военной риторике, можно процитировать командира Мозгового, да, он про Донбасскую говорил республику, Донбасс, Донецк, что нам предстоит борьба не с Москвой, не с Киевом и даже не со всеми тремя народами. И наш народ, который не является украинским или белорусским, он будет, очевидно, бороться за единое государство, и мы будем осознавать себя заново. И очевидно, что находясь на пороге большой войны, здесь эти процессы происходить очень быстро. То есть поэтому система образования – это, наверное, ключевой просто маркер. Мы можем выделять по отношению к образованию нашего народа врагов, которые находятся внутри наших государств. Спасибо. Ну что ж, Антон, наверное, будем завершать тогда нашу программу. Вот. От себя добавлю, буквально вот вчера вот я сидел со своим сыном, опять же, и у него в понедельник будет ЕГЭ, первый экзамен, и мы тоже вот говорили на эту тему. Вот я желал ему удачи, успеха. К сожалению, дети наши заложники этого образования, тут никуда не деться. Вот. Мы должны помогать им как можем. И, наверное, здесь самое главное, что мы можем дать, это, наверное, личный пример. Личный пример все-таки и культуры, и личный пример того, что ты говоришь и что ты делаешь. И если они будут видеть, по крайней мере, этот пример нашей жизни, то они будут тянуться. И самая главная задача, чтобы они выросли людьми с большой буквы. Вот. И жизнь – это вообще школа. И я думаю, что если это у нас получится хотя бы это сделать, то, может быть, даст Бог, у нашей страны есть еще возможности и шанс как-то исправить ситуацию. Вот, потому что и, конечно же, и соцсети, и интернет, и наше образование не помогают воспитанию и образованию человека, а, к сожалению, только мешают. Это уже такая аксиома, все об этом много раз говорили, но ничего не делается. Видимо, там наверху просто это невыгодно, чтобы мы возрождали свое образование. И самое главное, это вот, так сказать, это нравственный стержень, который сейчас утерян, к сожалению. Потому что все-таки все образование – это не только получение знаний, еще раз говорю, это все-таки прививка новому поколению и культурных, и нравственных ценностей нашего народа. Вот это сейчас утрачивается во многом, вот, опять же, из-за пресловутой глобализации в том числе. Вот, собственно, все, что хотел сказать. Антон. Ну, у меня сегодня сложилось впечатление, наверное, такое, мы обсуждали с Ильей Васильевичем, такой аналог, что сравнивали с Моисеем, который 40 лет водил евреев по пустыне для того, чтобы забыть плохое и прийти, наконец, в землю обетованную. Ощущение такое, что мы идем, по итогам обсуждения сегодняшнего, что идем из земли обетованной в какое-то обратное в рабство. 30 лет уже прошло. Моисей тоже как бы не тот, который был в книге. Идеал. Вот. И второй уже Моисей, и опять не тот.
Вот, но идем явно в каком-то обратном движении от того, где мы хотели бы находиться. Это общее ощущение от сегодняшней дискуссии. Второе ощущение от сегодняшней дискуссии. Мы говорим очень много о бюрократизации. Действительно, она чудовищная. Я вот по своим друзьям, по родственникам, которые работают преподавателями, учителями в школе, знаю, что некогда быть учителем, некогда задуматься. То есть человек постоянно в процессе написания каких-то вот этих отчетов с ужасной комбинацией букв, вообще непонятной. Непонятно, что за этими буквами стоит. Непонятно вообще, где в этой системе человек. Выплеснули с водой ребенка. Вообще реально, где человек вот в этой системе образования, которую мы имеем? Где учитель как человек? Где ребенок, ученик как человек? Образование — это передача знаний от человека к человеку. У нас какие-то отчеты, планы. Вот, конечно, планировать систему образования нужно. Я очень согласен с мнениями, которые у нас сегодня высказывались, что нужно планировать от тех целей высоких, которые мы планируем в далеком будущем. Ну, действительно, если бы Циолковский в начале 20 века не задумывал полеты в межгалактическое пространство, да, то и не было бы через несколько десятилетий, если бы это не было заложено в советскую систему образования, то этого не было бы дальше ни Юрия Гагарина, ничего другого, вообще того, чем стала наша страна, к сожалению, в прошлом. Вот. Поэтому, конечно, это не совсем радует, вообще не радует. Горький привкус от всех новостей про наше образование. И, честно говоря, тревога большая просто охватывает со всех сторон. Куда ни кинь, всюду клин. И учебники, о которых говорилось очень много в других хороших эфирах на спеце. Вот был хороший выпуск с Саватеевым и вот сегодняшним нашим спикером Александром Владимировичем Шевкиным. Учебники, вот реально, чему учат учебники? Помните прекрасную песню? Первые строки песни. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре. Это же вот про учебники, о том, как они нужны, важны, что они формируют образы, вообще, которые остаются с человеком на всю жизнь. Образ Родины, образ вообще, каким человеком надо быть. И вот вспоминая о тех учебниках, которые были, допустим, вот учебник русского языка, казалось бы, учим правописание, но вот какие предложения человек переписывает, это же на всю жизнь остается. Какие задачи человек решает на математике, там, как яблоки поделить справедливо или как отобрать. Вот это что же большая человеческая идеология, большая политическая и государственная идеология, которую мы закладываем через детей в наше собственное будущее, в будущее детей и их детей. Поэтому хочется сказать, что очень важно продолжить тот диалог, который мы начали сегодня, который мы начали вот со спикерами сегодняшнего дня. Добавлять в это общение других людей, заражать идеи и двигать наше общество вперед к тем целям, которые мы хотим достичь. К тому государству, в котором мы реально хотим жить. Ну вот выехали в этом году огромное количество айтишников за лучшие доли гнались за своими клиентами западными. Ну, с одной стороны, радостно за ребят, что у них клиенты по всему миру, но с другой стороны, почему мы вот всего этого не можем обеспечить здесь и сейчас, в нашей стране, в которой вот, ну, реально хочется жить, в стране, в которой хочется жить, а не потому что вот выхода другого нет. Большинство детей по соцопросам хотят выехать из этой страны. Это вообще очень грустно. Но хочется... Антон, ну мы-то с тобой не хотим. Мы-то с тобой не хотим выезжать, правильно ведь? Ну, мы и не дети. Вот, Ну, у в любом нас случае, как бы, у нас я думаю, есть что ответственность если чем определенная. Вот, поэтому Да. я Ну, в любом хочу случае- закончить позитивной нотой, да, и призвать всех объединяться, бороться за права, бороться за наших детей, за наше будущее. Вот, за наших учителей, чтобы они были учителями, а не роботами по заполнению отчетов. Вот, чтобы и дети, чтобы были детьми. Вот. Я всем хочу пожелать хорошей недели,
Мы с вами встретимся через неделю. Хочу поблагодарить спикеров наших за неравнодушие, за участие, за умные мысли и за желание сделать все-таки нашу общую жизнь лучше. Спасибо вам большое. Вот. Спасибо. И в завершение хотел бы попросить зрителей написать свое мнение о проблемах, какие проблемы есть у вас, с какими вы сталкиваетесь, какие вы проблемы видите. Еще раз напоминаю о том, что нужно подписываться на каналы, которые вы смотрите, подписываться, ставить лайки, комментарии. Это все очень помогает продвижению наших эфиров, помогает продвижению нашей общей идеи о том, как стать лучше. Вот. Нас сегодня смотрело огромное количество зрителей на разных каналах. Суммарно нас смотрели, показывали, транслировали 8 каналов. Спецлайф, Сергей Королев, Пульс при Ангаре. Также вот на самом Дальнем Востоке товарищ Магадан, Иркутский комсомол, в Якутии общественный контроль, город Ленск, в Иркутской области еще линия жизни Усть-Кут, Иркутская правда, Байкал-Инфо. В общем, есть неравнодушный круг, и мы призываем других также присоединяться к этому кругу неравнодушных и распространять общую идею о том, что все-таки можно чуть-чуть постараться, и от старания всех вместе мы станем жить лучше. Спасибо вам еще раз. Всем хорошей недели. Спасибо. Спасибо, Антон. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.